Один из самых актуальных вопросов еженедельной повестки – это организация работы по обеспечению водоснабжения населения республики в летний период. В Ингушетии добывают столько воды, сколько необходимо для всех жителей республики. Но из-за увеличения расхода и частых порывов в некоторых городах и сельских поселениях возникают проблемы, которые коммунальщики стараются устранять оперативно. У нас летом была сложность, всегда энергия у нас тоже стабилизировалась. Есть, конечно, какие-то определенные улицы, где, возможно, при реализации производственной программы отсутствует водоснабжение. Далее, если вкратце сказать, что у нас на сегодняшний день у нас ситуация стабильная. С водоснабжением сложности нет, все водозаборы работают в штатном режиме. По сравнению с прошлым периодом, в этом году, конечно, намного лучше ситуация с подачей воды. Как говорят специалисты, стоит учитывать, что такого жаркого лета в республике давно не было. Если говорить о проводимой работе, в Ингушетии на проблемных участках меняют ветхие трубы водоснабжения, бурят дополнительные скважины, организован подвоз воды и не только. Работа по улучшению водоснабжения в Ингушетии проводится поэтапно. Этот вопрос на личном контроле у главы республики Махмуда Али Калиматова. В рамках реализации федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в ряде населенных пунктов Сунжского района, также в городе Карабулак, проделана определенная работа. Программа рассчитана на перспективу. В планах захватить остальные проблемные участки. Следующий вопрос повестки – работа Центра управления регионом по мониторингу информационного поля в сети интернет, обработке жалоб и обращений от жителей республики. За отчетный период от граждан поступило 210 вопросов. В частности, они связаны с водоснабжением. В этом вопросе необходимо более активное взаимодействие муниципалитетов с гражданами. Необходимость дальнейшего взаимодействия с гражданами, оперативного устранения аварий и усиления разъяснительной кампании о принимаемых мерах. Мы со своей стороны очень плотно начали взаимодействовать с ГУП «Единый оператор» по всем авариям, по мероприятиям, которые проводятся. Далее участники совещания переходят к следующему вопросу. Это проведение капитального ремонта школ республики к новому учебному году. О готовности объектов рассказал министр строительства Ингушетии. Капитальный ремонт 3 объектов уже завершен. Там готовность 100%, идет оформление документации. Это школа в сельском поселении Яндели, в сельском поселении Ашты и в сельском поселении Троицкое. По данным 3 объектам утром администрация главы запросила материалы. На этой неделе глава республики планирует их посетить. По остальным 3 объектам это капитальный ремонт школы в городе Назрань номер 10, школы в городе Назрань номер 9 и в сельском поселении Талаково. Работы продолжаются. В рамках еженедельного совещания участники рассмотрели вопрос о проведении мероприятий, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации. В Ингушетии запланированы определенные мероприятия. В домах культуры республики пройдут творческие вечера, праздничные концерты, флешмобы, конкурсы детских рисунков и викторины, акции по раздаче флажков, стилистические часы, приуроченные ко Дню государственного флага. В библиотеках, детских школах, искусств и музеях республики пройдут книжно-иллюстрированные выставки, пройдут документальные выставки, молодежные акции и выставки детских рисунков. В рамках повестки также рассмотрели подготовку к отопительному сезону в Ингушетии и отбор граждан на военную службу по контракту. По всем пунктам Владимир Сластейн дал соответствующие поручения. Рина Цичоева, Султан Магушков, Магаз 24.